мы сегодня, готовя сегодняшнее парламентские слушания, обращались ко всем фракциям в том числе. И от всех от вас запрашивали информацию, какие предложения вы предлагаете внести в рекомендации и так далее. На сегодняшний день мы обсуждение должны вести в ключе, что мы должны сделать так, чтобы реально люди у нас почувствовали улучшение. А я сегодня вижу, что мы опять сводим эту работу к тому, что денег нет, ничего делать не будем. Давайте все-таки конструктивное русло вернемся и будем говорить о тех реальных вещах, которые в заданных правовых условиях мы можем сделать для того, чтобы улучшить жизнь населения в республике. Пожалуйста, Елена Борисовна. Уважаемый Алексей Александрович, на дне очередной сессии мной был задан вопрос о моратории в арктических районах на внедрение модельной штатной единицы, на что заместитель председателя правительства Ольга Балакина ответила, что данное мероприятие было поддержано главой Елдаханом Алексеем Сергеевичем Николаевичем. Если я искала документы по поводу данного мероприятия, но ничего не нашла, в каком документе данное решение зафиксировано. И сегодня идет информация от некоторых организаций здравоохранения о том, что в отличие круглосуточные койки переводят на дневные. А это уже потихоньку сокращение чего-то. Ну, в общем, без согласия все эти шаги должны быть утверждены государственным собранием. Поэтому очень прошу на эти вопросы обратить внимание. Дальше по школам тоже сокращение. Под каким-то видом там директор школы решил детей. Поэтому прошу по каждому району, северному, за последние эти данные прошлого года и этого года надо было бы это зафиксировать постановление. И следующее. Сегодня тревогу вызывает реорганизация УПов на муниципальные предприятия. Конечная цель данных мероприятий это какая? Это переход на частную собственность, беспокойство оленеводов Кобяйского района, в котором и выездное заседание было к Министерству. Мы каждый раз за третий год, я вам говорю, четвертый год, в 2017 году мы с вами, Алексей Александрович, приняли очень философский такой глубокий закон о кочевой семье. Основной статьей данного закона это была поддержка кочевой семьи, которая сегодня везде не присутствует в стабилизации, и ведущая кроме его расширения. Будет принято в этом поддержка, как прописано в законе, который принял парламент. Пожалуйста. В отношении тех мероприятий, которые проводятся, мы, конечно, в муниципальном образовании эту тему обрабатываем. Сегодня нету нормативно-правового акта в этой сфере. Работа в течение летнего периода была проведена абсолютно со всеми 36 муниципальными образованиями. И вот, наверное, в октябре мы примем соответствующую нормативно-правовую акт. Поэтому сейчас пока рано говорить, что там будет сокращено или нет, но тем не менее в системе здравоохранения соответствующие изменения в рамках требований федерального законодательства они будут произведены. Что касается поддержки оленеводства, вы знаете о том, что у нас в текущем году на эти цели предусмотрено в расходах государственного бюджета 820 миллионов рублей. Это у нас 106 оленеводческих хозяйств, которые работают 1364 человека. И в принципе
Мы считаем, что это достаточно серьезные меры, и они, естественно, будут сохранены и на 2020 год и плановый период 2021-2022 года. Да? Что касается принятия отдельной программы по ключевой семье, то мы не планируем принять отдельные государственные программы, но тем не менее до формирования бюджета на 2020 год мы должны принять новую государственную программу развития арктической территории Республики Саха-Якутия, в которой в том числе и должны быть содержаны меры по поддержке ключевой семьи. Вот эта программа сегодня готовится Министерством по делам Арктики, и я думаю, что в ближайшее время мы ее посмотрим в порядке. Так, Евгений Андреевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники парламентских слушаний. У меня, Алексей Александрович, 3 кратких вопроса. Ну и сразу первый. Вот величина прожиточного минимума в Республике Саха-Якутия, да? У нас одна получается по всей территории. Возможно, сколько зон? У нас две. А вот 3 зоны возможно внедрить? У нас районный коэффициент 1,7,2, и, соответственно, по этим районам у нас идет зонирование. Понятно, да. Второй вопрос. Вот проект занятости населения. За счет каких средств финансирования происходит? Что государственного бюджета в рамках государственной программы поддержки зоны. И третий вопрос. Вот возможен ли возврат части оплаты за детский сад для многодетных семей, который был убран в прошлом году? Он не убран, Ну, только для малообеспеченных остался. Он для подтверждает малообеспеченных осталось, соответственно, малообеспеченные, они как получали, так и будут получать. Малообеспеченные. А многодетные, которые у нас практически все на грани. Как я уже отметил, порядка 85% это малообеспеченные. Соответственно, все они получают. Спасибо. Так, Владимир Ильич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники парламентских слушаний. У меня 2 конкретных вопроса по теме Алексею Александровичу. Динамика целевых ориентиров изменения показателей уровня бедности. Вот с чем связано резкое уменьшение показателей сокращения количества бедных в 2021 и 2022 годах, почти в 2 раза. 10, 5% и 9,4%. А в 2020 году почти 20%. Это не проценты, это количество тысяч людей, а в процентном соотношении у нас сокращается в текущем году мы ожидаем снижение до 18,2, в следующем 16,1, 21 15, 22 14, 23 12 и, соответственно, 24 10. А по количеству людей, соответственно, 7,8 тысяч в текущем году, почти 20 тысяч в 2020 году, 10,3, соответственно, в 2021, 9,4, 19,2 и 19,2. Это в тысячах людей, и это связано с пересмотром мер социальной поддержки и, соответственно, повышением фонда оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики. То есть этот план... И программа по занятости населения. И второй вопрос по доставному контракту. За 2018 год приняло участие 1288 единиц, а на 1 сентября 633 2019 года. Вот за год еще до конца года сколько планируете охватить? Или там 255 миллионов? Да. В прошлом году 200 миллионов. На сегодня еще работа продолжается. Документы по многим семьям находятся на рассмотрении в районах. Соответственно, до конца года освоение 255 миллионов будет полным. Так, Иван Иванович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Юрию Николаевне хотел задать вопрос, и Алексею Александровичу параллельно. Юрия Николаевна, то, что анализ идет, сделали там 500, а по силе, это все понятно, спасибо. И то, что мы будем закрывать все социальные проблемы бюджетом, это, тут и думать не надо, я не понимаю. Но все-таки, чтобы вот этот анализ был более кропотливым, для принятия управленческих решений, все-таки почему мы пришли к 153 тысячам бедности, населения человек? Какие корни в этом лежат? Как повлиял 2014 год на увеличение бедности? Как влияет система ЖКХ? Вот коллеги тоже говорили, как вот эти нужно в этом направлении-то, я думаю, более углубленно изучать эту проблему. Как рынок влияет? Если в Арктике у нас 700 рублей капуста стоит, конечно, там, вот, как Алексей Александрович сказал, 26% у нас по Арктике бедных. Как принимать решения государственным органам
государственным органам. Адекватные там, на рыночные механизмы есть адекватные меры государственного регулирования рыночной экономики. Вот в этом направлении какие у вас, есть ли у вас пути решения? То, что мы будем, я еще раз говорю, то, что будем бюджетом закрывать все вот эти моменты, мы знаем, и без вас это мы знаем, то, что там будем закрывать бюджетом все эти недостатки. А какие еще другие меры у нас есть? Как мы будем закрывать все вот эти моменты? Ну и параллельно Алексей Александрович тоже. То, что Алексей Александрович сказал, тут план мероприятий первоочередных там, социального характера он назвал. Один из мероприятий такого экономического характера, это местные кадры промышленности, это вот экономического характера момента. А какие еще есть у нас мероприятия такого экономического рыночного механизма уменьшения бедности? Пожалуйста, приятно. Спасибо за вопрос, Иван Иванович. Ну, наши исследования показали, что в текущей системе финансовой, бюджетной, экономической модели Российской Федерации с учетом узкой шкалы налогообложения, с учетом распределения различного уровня полномочий между уровнями бюджетной системы, что может сделать республика для кардинального решения проблем бедности и сокращения заработка? Это, конечно, безусловно, повышение детских пособий, которые получают дети, там, малообеспеченные семьи. В настоящее время они варьируются от 1045 до 1600 рублей. Да, это маленькая проблема. Поэтому, с другой стороны, ну, что мы еще можем поделать? Есть определенные договорные отношения между республикой и ресурсопользователями, но я бы хотела отметить, что, возможно, в Арктике все-таки, там, в Оленевском области, где идет, да, освоение там русского месторождения, ну, не с Ростехом, как-то следующим партнером, вообще там, мы сейчас сталкиваемся с тем, что арктическая зона республики это будет зона нового промышленного освоения. И этот процесс только начинается, он будет длиться еще где-то порядка 20-40 лет. Необходимо действующие в настоящее время механизмы оценки ущерба коренным малочисленным общинам коренных малочисленных народов распространяются только на членов коренных малочисленных народов. Когда ресурсопользователь приходит на территорию региона, он платит там, от 0,1 до 1%. Это вот вся эта плата за землю. Один раз заплатил, все, община получил деньги, все, уходите с этой территории. А те, например, исследователи, которые занимаются, говорят, что может стоит платить регулярно, чтобы люди не получали там сразу большим куском, не уезжали, да, там в Москве в Якутске покупать, как оставались на этой земле, продолжали вести традиционно хозяйственную деятельность. Более того, в принципе, есть какие-то социальные расходы, которые можно вести прямо в Арктике. Спасибо. Я более детализирую. Вот как 700 рублей капусты, это же все равно же, это двигатель, это же у нас, мы никак не решим эту проблему бедности, если когда капуста будет 700 рублей стоить. Это как отрегулировать этот момент? У нас выделяется 6,5 миллиарда на северный завод, вот тем компаниям, где Кутов, эти. Где государственное регулирование? Я не могу понять. Вот поддержка на Пожалуйста, снять все тарифы. Ну, Игорь Иванович, значит, очень коротко отвечая на ваш вопрос. Так, значит, ну, первое, да, вот, то, что касается экономических методов, то, конечно, это обеспечение занятости через различные программы. Молодежь, промышленность, занятость на селе, безработных и так далее. Это как экономическая формула. Еще один проект с экономикой связан, это социальный контракт, который тоже стимулирует население и, соответственно, обеспечивает именно устойчивый доход. Еще один проект – это самозанятость населения и поддержка предпринимательских инициатив населения, на что мы также будем, соответственно, обращать внимание. Так? Но, к сожалению, с учетом того, что у нас львиная доля малообеспеченных семей – это семьи с детьми, то, конечно же, это меры социальной поддержки, которые должны быть пересмотрены и, соответственно, направлены в сторону тех, кто действительно в этом нуждается. Но без этого не обходится ни одно цивилизованное государство, очевидно, не обойдемся им. Так, это первое. Второе, значит, у нас нет 6 миллиардов, которые мы направляем в бюджет на обеспечение завода. То, что касается завода социально значимых продуктов питания, это оценивается примерно 240 миллионов рублей расходов государственного
И это уже снижает стоимость хлеба и, соответственно, перечни 23 наименований продуктов на северах. Вот. Оно снижает это крупы, консервы, значит, так и мука. Поэтому это все регулирует, все контролирует. Все остальное, то, что заводится на север, ну, за исключением осеннего завода овощей, это все заводится коммерческими структурами и, соответственно, цена формируется исходя из рыночной конъюнктуры. Вот и все. Поэтому, как на это обратить внимание? Ну, мы пытаемся, значит, каким-то образом изменить законодательство, в том числе федеральное, чтобы обеспечить хотя бы там транспортную составляющую для различных групп предприятий, но, к сожалению, это не рыночный метод управления экономикой. Есть вопросы. Так, пожалуйста, Андрей Юрьевич. У меня вопрос к Алексею Александровичу. Я вот неоднократно поднимал вопрос по многодетным семьям, которые более 5 детей. В этом году у нас было предусмотрено 20 миллионов, потом Александр Сергеевич поднял более 250, по-моему, сделал. Но семей, их очень много, как я помню, было 1800 семей. Очередь длится уже с 2013 года, и до сих пор эта очередь, как говорится, только увеличивается. Ежегодно мы можем там выдать там, 14, там, 15 семей только, обеспечить то, что гарантировали тому закону. Также многодетные семьи, у которых прилагается, у которых уже более 3 детей, да, земля с коммуникациями должна была представляться, но она тоже как бы стоит, потому что нет земель или еще что-то там придумывать причины, чтобы этого не выдавать. Я думаю, что там тоже очередь большая, и она будет увеличиваться. Возможно ли какие-то решения в рамках этого вопроса? Ну, во-первых, действительно, в расходах бюджета на текущий год предусмотрено 350 миллионов рублей на решение вопросов, связанных с субсидированием либо строительства, либо приобретения жилья для семей, имеющих категории детей. По нашей оценке, по состоянию на текущую дату в очереди у нас состоит 1700 семей. Средства 350 миллионов рублей позволят нам в текущем году решить примерно 137 семей, 130 семей. И в следующем году также при формировании бюджета мы планируем на эти цели предусмотреть 350 миллионов рублей. Это первое. Второе, значит, то, что касается обеспечения инфраструктуры земельных участков для семей, которые получили, значит, земельные участки 3 и более детей, то с 2011 года, когда программа заработала, по всей республике было выдано 9 тысяч таких участков, из них на сегодня обустроена полностью инфраструктурой порядка 1500 участков, и, соответственно, 7,5 тысяч ждут свою очередь. На эти цели в расходах бюджета на 2019 год у нас предусмотрено 400 миллионов рублей. На следующий год сумма пока у нас стоит порядка 200 миллионов рублей, но это связано только лишь в связи с тем, что на муниципальном уровне отсутствует разработанная проектно-сметная документация. Сейчас муниципалитеты над этим работают, и как только у них будет готова проектно-сметная документация, мы готовы увеличивать сумму и, соответственно, финансировать это направление. А так у нас пока на 2019 год, как я уже сказал, 350 это семьи имеющих категории детей, и 400 это формирование инфраструктуры для семей от 3 и более детей. Эти средства расходы бюджета предусмотрены. Иван Иванович. У меня вопрос к Госкомитету по занятости. В докладе прозвучала цифра уменьшения безработных регистрации до 6,8. Но это учтенная, так называемая учтенная безработица. Реальная цифра пока не показана. Я думаю, что это искажает сам доклад и выявление количества безработных. По моим оценкам, она больше 20%. Это те люди, которые не могут попасть на центры занятости, не могут зарегистрироваться, у некоторых не принимают заявления. Вот насколько точна эта цифра, 6,8%, тем более, как она на протяжении всего цикла уменьшается. По докладу уменьшается количество занятых. Реальная цифра, по-моему, намного выше. Ну, я еще позвольте ответить. На самом деле, вот то, что касается 6,8%,
6,8% это уровень безработицы, который рассчитывается исходя из методологии Международной организации труда. То есть это тот объем безработицы, который выводится расчетным путем. А то, что касается зарегистрированной безработицы, то показатель гораздо ниже, составляет порядка 2% по итогам 2018 года. Поэтому, естественно, в разрезе муниципальных образований вот эти 6,8% они разные, есть и около 20%, есть и более 10%, но средний показатель по региону это как раз таки 9,6%. Так, Людмила Прокофьевна. Добрый день. Корнилова Людмила Прокофьевна, председатель Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. У меня очень короткий вопрос Алексею Александровичу от имени работников бюджетной сферы. Вопрос касается 134 статьи Трудового кодекса Российской Федерации о реальном содержании уровня оплаты труда. То есть мы будем говорить об индексации. Дело в том, что на сегодняшний момент у нас на уровне республики, на уровне нашего субъекта до сих пор не определен ни порядок, ни механизм проведения индексации. В производственной сфере, конечно, хорошо, они принимают на уровне своего соглашения. А у нас, у бюджетников, в наших коллективных договорах и в нашем отраслевом соглашении это просто декларативный пункт. В 134 статье прямо указывается, что порядок и механизм определяется нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации или коллективными договорами или соглашениями. У меня вопрос такого рода. Что будем с этим делать? Мы считаем, что это один из ключевых моментов реального повышения уровня оплаты труда. В противном случае у нас очередные повышения уровня оплаты труда для работников бюджетной сферы – это не повышение, это просто индексация. Ведь у нас получается 2 в 1. Я думаю, что вы меня поняли, да, мой вопрос? Спасибо. Ну, насколько правильно я понимаю, речь идет о дифференциации, правильно? Нет, здесь речь идет о порядке, когда мы примем на уровне Якутии порядок и механизм проведения индексации. Потому что вы знаете, что у нас есть 2 варианта, да? То есть у нас в бюджетной сфере этот порядок не определен, именно для бюджетной сферы. Он у нас определен для бюджетной сферы, отдельно определен для указанных категорий и, соответственно, для прочих категорий. Вы конкретно речь ведете о дифференциации оплаты труда, связанной с принятием федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда. Вот. То, что касается вот этой дифференциации, то пока мы к ней не готовы. Мы сначала должны провести реорганизационные мероприятия во всех отраслях бюджетной сферы и потом уже вернуться к этому вопросу. То, что касается прочих, не вошедших в указанные категории, то с 1 января 2019 года фонд оплаты труда по этой категории был поднят на 4% пункта. И в следующем году, в соответствии с решениями, которые приняты на федеральном уровне, с 1 октября следующего года, также этот фонд оплаты труда будет повышен на индекс. Извините, пожалуйста, Алексей Александрович, да, за мою, может быть, дерзость, но дело в том, я еще раз утверждаю, я говорю о применении 134 статьи Трудового кодекса. У нас на сегодняшний момент в Якутии нет правового нормативного акта, который определяет этот механизм. Сейчас главы республики концепция повышения фонда оплаты труда работникам бюджетных. Концепция это не порядок. На основании этой концепции принимается постановление правительства.